Я работаю с 75-го года. 44-й год. Сначала я была старшим лаборантом, после окончания сельхозтехникума долго была зоотехником, и вот 7-й год я за фермой. В основном занимаюсь лосятами маленькими, на выпайке лосят, а так и все остальные работы. Вот в чем сейчас у нас самая главная проблема? У нас сейчас плохая естественная кормовая база, да? И все родственники, сплошной инбридинг. А это очень плохо сказывается на здоровье лосят. Они рождаются с меньшим весом, чем рождались раньше. Если раньше у нас вдвойне один весил 19, другой 16,5, это была двойня, то сейчас даже если один у мамки рождается, он килограмм 15 от силы будет лосенок. И появляются врожденные пороки со здоровьем. Это очень плохо, но пока вот изменить ничего не можем. Для них не существует никаких преград. Агрессия зашкаливает, гормоны. Ты уже 100 раз подошел, иди в сарай. То есть вы телок оставляете, а самцов на волю? Мы оставляем всех. Мы оставляем всех. Нет, когда они подрастут. Мы выпускали только, знаете, это 4 года назад, наверное. Вот тогда мы выпустили, просто выпустили. У нас было 6 годовичков. Загон был не готов большой, и они находились вот в этом загончике. Угу. Помимо малявок, еще 6 годовичков. И мы просто-напросто писали докладную об условиях содержания, и все. И мы их выпустили на волю. Вот из всех, кого мы выпустили, вернулась одна Верочка. А там были остальные 5 самцов, они все ушли. Но ведь наших же встречали и в районе Сыктывкара, и по ошибке по лицензиям отстреливали на Шижеме. У нас ухо резаное наполовину, да? У нас ошейники, понятно, ошейники они теряют, это самое. Но ухо-то не вырастает. Ну разве охотник издалека увидит, да, там ухо резаное, не резано. И еще первые года, вот когда они уходят, да, у них еще отличается поведение от дикарей-то. Они же не убегают от людей. Они, как правило, рядышком смотрят, любопытничают, пытаются подойти. А люди этим пользуются. Вот у нас на данный момент 642 животных с момента образования лосифермы родились и были выращены. Ну, вот с этими малявками. И более 60% это только то, что мы знаем, погибли именно от рук человека. Потом болячки, потом хищники. Болячки у них, ну, какие? У малявок поносы, простите меня, как у всех детишек, потому что едим, грызем не то, что полагается. А чтобы какие-то там воспаления или, ну, нету, ну, травмы, понятно. Но травмы тоже очень редко. Вот при мне так один раз только ногу лосишка ломала. Но и был случай, что была у нас такая красивая толстая Фая. Вот как сейчас гадю гоняют, да? А тогда вот эта Фая обижала остальных лосих. И ночью, значит, вот так вот были открыты двери в станок. А она по центру двора, по проходу, гнала лосиху, видно. И встала на дыбы и попала ногой вот сюда, в щель. И повис. Да, и когда мы ее утром обнаружили, она сидела на попе. Выпилили. Лосиха плюхнулась. Вот такая же жарища, это тоже в июле месяце. День поливали, она не встает, водой поливали, потому что жарко. Потом решили вечером вытащим ее на траву, чтобы, может, она на траве встанет. Но к тому времени она просто погибла. И когда мы ее вскрыли, то она, когда вот плюхалась на попу, она сразу себе переломала позвоночник лицевой шерсти. Потом ногой по животу била печенка там в кашу. Ну, в общем, картина страшная. Понятно, что мы бы ее не спасли, но хотя бы то, чтобы животное не мучилось, надо было сделать. Да. Весна наступает, люди нет-нет и звонят, что вот, может, вам лосенка привезти там или это, не возьмете лосенка. Вот, допустим, мамка там с 2 уплыла, ушла, а 1 остался. Ну, во-первых, так далеко доставлять. Но нам чернамцы, нет, ездили мы в район Сыктывкара тогда, забирали, но тогда у нас своих не было. А когда вот у нас, ну, пускай мы на первое время и возьмем, вырастим или что. Это выгодно, вот вы говорите, чтобы породу разбавить. Да, да. Так вот мы разбавляли, извините меня. 2 года назад нам, вот здесь вот деревня Курья,
И там, ну, люди по-всякому говорят, факт то, что нам предложили дикого мальчика, лосенка, да? Мы его привезли. Ручной, покладистый, ласковый карик. Мы его и держали, надеялись, что он в этом году у нас будет участвовать в гоне. А он еще взял вот сейчас вот и ушел в тот же район, откуда его привезли. Так что это бы надо, но это не корова, которую дома будешь держать, смотреть, и она будет жить. Это же все-таки вот... Они еще такая натура, если они не хотят, они будут валяться с тобой рядом за деревом, и они не встанут, не выйдут к тебе. Они же лосят сюда, а лосихи, значит, сразу лосиху гладит и общается с лосихой, да ярко больше. И уводят лосиху ко двору, и уже лосята попили первый раз молоко у нас, это не наши дети, а лосиха приняла доярку, это вот ее потом дитё. Потому что вот если я пойду доить, мне ни одна лосиха не даст молока. У нас 2 доярки, и вот они постоянно доят. А придет Поликарповна сюда вот к этим, но они подойдут, но они за ней не пойдут. А Вот если у нас- доярка заболела, уехала Ну, 2 доярки у нас. 2 на доярки. подмену? Да, и доим же мы ведь только вот с момента отела и до конца августа. Зимой же они не доятся. Только вот в этот момент. А где еще существуют в мире подобные фермы, вот В наши? Швеции есть еще. Бывали здесь у вас шведы? О, это вообще наши друзья. Бывает. Они очень часто шведы, они, видно, у них с заповедником договор, они работают по лишайникам, по мхам. Год из года группа приезжает постоянно. Шведы, финны, это очень часто. Немцы, французы. А так вообще со всего мира люди. А к вам можно сюда приехать, поселиться, пожить здесь? Конечно, можно. Вот на лосиферме 2 трехместные домика, гостевой дом, заповедники. Пожалуйста, в любое время.